Глава 7. Могилы и размышления. О жизни и о смерти. Люди, принадлежащие к разным народам, разнятся между собою не столько по образу жизни, сколько по отношению к смерти. На первый взгляд это парадокс. Принято считать, что смерть равняет все и всех, но так ли это? Подумаем и разберемся. В жизни человек минувших эпох хотел иметь пищу и женщину, кров над головой и детей, продолжателей его рода, своеобразное ощущение бессмертия. Чтобы осуществить эти скромные чаяния, ему были нужны орудия и оружие, предпочтительно наилучшие из тех, какие в его время на тогдашнем уровне техники существовали. Если он их и не изобрел сам, то воспроизводил все, что видел у соседей. А если и это оказывалось сложно, то выменивал или отнимал нужную вещь. Этим объясняется, что ареалы распространения тех или иных типов орудий, ножей, керамики и тому подобного, всегда шире ареалов распространения племен. Археологическая культура и этническое единство совпадают редко. Зато обряд погребения мертвых почти всегда имеет особенности, отличающие его от всех других обрядов. Похороны близкого дорогого человека – дело настолько интимное, что подражание чужеземцам казалось примитивному сознанию неуместным. Хотя теоретически количество способов похоронить покойников очень невелико, можно труп закопать, положить на землю или на дерево, сжечь, бросить в воду. Больше, пожалуй, ничего не придумаешь. Но детали в каждом случае разнятся настолько, что определить, кто погребен в той или этой могиле, по большей части возможно. Изменение обряда погребения бывает лишь при смене религии, но это явление редкое и связанное с коренной ломкой этнического бытия и сознания. Племя, сменившее веру отцов, по сути дела, иное племя. Могильник на бугре Степана Разина оказался археологическим музеем. Там были остатки древних сарматских погребений и сарматской керамики. Сарматские могилы были нарушены могилами хазарского времени. И тут выявилось неожиданное многообразие. Обычно разные типы погребений на одном кладбище показывают смену эпох и народов, но здесь 5 типов относятся к одному времени. Они сосуществовали. Могилы воинов тюркютского хана и могилы хазарских женщин и детей расположены на тесном кладбище вперемешку, в одном слое, но с четкими интервалами между могилами не менее 1,5 метров. Очевидно, когда здесь хоронили, могилы имели внешние признаки, которые стерли время, дожди и ветры. Первыми нам попались погребения самих тюркютов, потом их союзников, Теле, силами которых тюркюты геройствовали в пустынях севера. Затем открылся старичок-печенек, и под конец раскопок 1961 года мы нашли Барсила. Больше нигде такого разнообразия не встречалось. Зато хазарские погребения были разбросаны по всей дельте. Поэтому описание хазарских могил мы дадим в конце главы. Как видно, степняки-кочевники и хазары умирали и жили в близости и согласии, вместе ходили громить персов и вместе отражали натиск арабов. Хазар, барсил, тюркютов, телесцев связывала не общность быта, нравов, культуры или языка, а общность исторической судьбы. Они были различны, но они были друзьями. И с этой точки зрения понятно, почему лишенная престола и гонимая на родине западная ветвь династии Ашина нашла убежище в Хазарии и правила там до начала IX века, когда власть от тюркских ханов перешла в руки еврейских царей. Вот первое, что рассказали о былой жизни могилы, будучи нанесены на план. Посмотрим, что смогут добавить они, взятые по отдельности. Тюркюты.
Покойников сжигали, а пепел прикрывали землей. На Алтае, где грунт очень тверд, они закидывали прах мертвецов камнями из соседних древних могил. Благодаря этому удалось установить, что площадки, куда складывали пепел, были четырехугольными. Вот такие же площадки были встречены нами на бугре Степана Разина, с той лишь разницей, что прах был засыпан супесью, спекшейся в корочку, прикрывавшую остатки обожженных костей и обломки железных ножей. Трупосожжение — обычай воинственных народов. Потомки завоевателей Индии, ариев, индусы, сжигали покойников и бросали пепел в воду. Но так как сжечь человеческое тело нелегко, то с течением времени стали бросать в реку на съедение крокодилам полуобожженные трупы. Норманы клали умершего на ладью, поджигали и отталкивали от берега. В море плыл факел, погружавшийся потом в бездну. Сжигали трупы и римляне, причем со свойственной им точностью они дали объяснение возникновения обычая. Сожжение трупа не было у римлян древним установлением, умерших хоронили в земле, а сожжение было установлено, когда, ведя войну в далеких краях, узнали, что трупы вырывают из земли. Надо полагать, что тюркюты, такие же воины, какими были древние индусы, римляне и норманы, также боялись, что враг осквернит или оскорбит прах их богатыря, при жизни наводившего на него ужас. Судьба трупа в то время интересовала не только родных и друзей, но и врагов. Все степные сибирские народы верили в загробную жизнь. Тело казалось им своего рода одеждой, которую можно при случае сменить, но жалко, потому что она красивая, удобная и привычная. Поэтому в тюркских надгробных надписях часто упоминается слово «отделился» от стат, жен, друзей. Иногда его подменяет слово «не насладился» тем же самым. Но все-таки покойник продолжал говорить от своего лица. Иначе говоря, памятник для тюркютов по значению смыслу был противоположен надгробию нашего времени. Ведь у нас родные и друзья обращаются к покойнику, а у тех было наоборот. Вера в посмертное существование была настолько сильна и отчетлива, что в 649 году Ашина Шоно, Волк, один из самых видных кавалерийских генералов империи Тан, на похоронах императора Ли Шиминя, бывшего его личным другом, хотел заколоться, чтобы не разлучаться с любимым вождем. Китайские вельможи, скептики и киники не допустили самоубийства. Такое отношение к смерти влекло за собою жестокие обычаи человеческих жертвоприношений. На похоронах Истеми-хана в 576 году было убито 4 военнопленных, чтобы сопровождать хана в посмертном существовании. Археологической проверке это свидетельство не поддается, потому что огонь не оставляет после себя ничего, но аналогичный обычай был у телесских племен, близких по языку и быту к тюркютам, а их погребения тоже найдены в нашем могильнике. Телесцы, не менее храбрые и неукротимые, чем тюркюты, были не войнолюбивы, а вольнолюбивы. Их идеалом была не победа над врагом, хотя они одержали их немало, а пастьба скота на приволе степей, песни и сказки у очага в юрте, и поэтому они проявляли огромный интерес к любой чужой культуре, кроме китайской. Их обряд погребения был иным, тоже не похожим ни на какой другой. Мертвых относят в выкопанную могилу, ставят труп посередине с натянутым луком, опоясанный мечом с копьем под мышкою, как будто живой, но могилу не засыпают. Подобных могил до сих пор в Центральной Азии не найдено, и не мудрено, потому что труп растаскивали птицы и волки. Но на бугре Степана Разина могильная яма в легкой супеси заплывала быстро, и нам удалось обнаружить 4 телесских погребения. Телесца не узнать очень трудно. Вертикальное положение, приданное трупу, сохранялось недолго.
Тело сгнивало, а кости падали на дно неглубокой могильной ямы. Самое досадное для археолога, что при этом обряде в первую очередь портился череп, наиболее открытый дождю и ветру. Сохранялись тазовые кости, по которым можно установить, что похоронены были мужчины. Едва мы решили загадку перепутанных костяков на западном конце бугра, как были поражены находкой ценной, но малоприятной. Рядом с остатками телесца лежал скелет женщины, у которой шейные позвонки были смещены. Бедняжке свернули шею. Такая же девица была найдена на восточной половине кладбища. Обе были без вещей, может быть, их отправили на тот свет сопровождать повелителя нагими. А вот лошадиных костей не оказалось. Видимо, в походе лошадь ценилась дороже пленницы, ведь телесцы были не на родине, а на войне. Еще интереснее оказалось третье погребение в могиле глубиной 0,75 метра, где были перемешаны кости зрелого мужчины с костями коня. Скелета девушки рядом не оказалось, хотя это было не исключено. Возможно, что он был сдан современными предприимчивыми аборигенами в утиль. В этом погребении наибольшую сложность представляло то, что наряду с телесским обрядом были видны следы огня, много золы и кости слегка обожжены. По-видимому, этот воин был особо любим своим командиром, и они почтили его огненным очищением, в котором отказывали простым ополченцам из союзных племен. Западные тюркюты умели ценить доблесть и верность своих иноплеменных соратников. Поэтому их династия так долго продержалась на престоле, сначала в Семиречье, а потом на Волге. И в самом деле система объединения Орды, то есть войска, составленного из богатырей и родоплеменных союзов, где было не меньше храбрых воинов, нуждавшихся только в организации, была выгодна для обеих сторон. Эта система, носившая название «Эль», позволила кочевникам долго отбивать нападения цивилизованных соседей с юга и востока, ибо, как известно, цивилизация не всегда связана с миролюбием и справедливостью, а кочевники имели право жить в родной степи, не подчиняясь захватчикам. Печенег был почти дома, и потому определить, что найденный нами скелет старика с конем не может быть никем иным, оказался несложным. Впрочем, сказать «с конем» значит допустить преувеличение. Большая часть старого 15-летнего коня была, видимо, съедена на поминках, а в могилу положена только голова с уздечкой до 4 ноги. Это было тоже сопровождение, но оно кажется более приемлемым, нежели убийство пленных девушек. Пусть лучше в могилу кладут вещи, как, например, этому печенегу положили седло с круглыми стременами. Сразу стало ясно, что он носил мягкую обувь, вроде ичигов, потому что, когда у всадника есть сапоги на твердой подошве, он предпочитает стремена с прямой подставкой. И седло, и стремя подсказывают своими формами, что этот печенег попал на Волгу с востока, из Рын-Песков, еще задолго до того, как его потомки пробрались к берегам Днепра и убили там князя Святослава в 972 году. С тех пор у нас держится дурное отношение к печенегам, хотя за 1000 лет можно и пересмотреть проблему. Правда, печенегов не хвалят, кроме русских, еще и греческие хронисты, и весьма скептически о них отзываются арабские и персидские географы, потому что от печенегов всем этим народам досталось изрядно. Но так ли уж они правы? Мне невольно вспомнилось стихотворение Саади, которое я тут же перевел. «Когда-то я в книге какой-то читал, что некто во сне сатану увидал. Тот был кипариса стройнее на вид, и свет исходил от прекрасных ланит. Сказал человек: «О, отец суеты, пожалуй, красивее ангелов ты, а в банях украдкой рисуют тебя, противно и гадко рисуют тебя». Тут Див, испустивший рыдание и вздох, ответил: «Ты видишь, не так уж я плох, во мне безобразного нет ничего, но кисти в руках у врага моего».
Подумать только, сколько исторического хлама несем мы в своем сознании, даже не подозревая об этом. Мы мыслим привычными категориями симпатий и антипатий, совсем забыв о том, как и почему они возникли, даже не думая о том, насколько они справедливы. К примеру, сказать, печенегов победил еще Ярослав Мудрый, и зла они наделали Руси куда меньше, чем половцы или ногайские татары. И вряд ли они были действительно более дикими, чем прочие кочевые племена степи или охотники верховья Волги, угры и финны. Рассвет культуры печенегов падает на период первых веков нашей эры, когда они населяли Восточный и Центральный Казахстан. В то время к их державе, Кангюю, соседи относились с уважением и опасением. Засуха в III веке подорвала их могущество. Только в VIII веке они обрели свободу и отстояли себя от тюргешей и уйгуров, но были вытеснены в бесплодные приоральские степи. Жилось им там неважно. Соседние племена хватали печенежских детей и продавали их в рабство. Затем половцы и гузы надавили на остатки печенежского народа и вытеснили их на запад. Печенеги держались до последней возможности, пока Алексей Камнин при Либурне в 1091 году не нанес им жестокого поражения, подорвавшего силы народа. Тем не менее, они попытались еще раз найти место под солнцем для своих детей и стад, но снова были разбиты Иоанном Камнином в 1122 году. После этого уцелевшие от побоища поселились в низовьях Дуная и слились с болгарами. Их потомками считают племя гагаузов, забывших тюркский язык только в начале XX века. Невольно думается, что печенегам справедливее посочувствовать, а не ненавидеть их. И сколько еще есть в истории средних веков вопросов, которые мы должны пересмотреть и продумать заново, потому что новый накопленный материал уже не лезет в рамки старых дореволюционных концепций. Барсилы. Одно из проболгарских племен жили по соседству с хазарами. В V веке они враждовали, потом к X веку слились с хазарами и растворились в них. Однако в VII веке, когда перевес хазар уже отчетливо выявился, барсилы еще сохраняли этнические черты, отличавшие их от хазар, в частности, обряд погребения. Барсилы хоронили своих покойников в могилах с подбоем. На восточной половине бугра мы наткнулись на подбой, сделанный в боку высокой кочки и заполненный мелкой рыхлой землей, что образуется только при медленном осыпании стенок и кровли могильной ямы. Когда землю вычистили, то перед нами предстал скелет воина, в головах которого лежал крестец барана, обычная жертва, пища для отправившегося в потусторонний мир. Коня при покойнике не было, но были железная узда, седло, подушка, обшитая костяными пластинками, круглое стремя, как у печенега, и на поясе железный нож с деревянной ручкой. Весь инвентарь показывал, что и этот человек умер в VII-VIII веках, но в отличие от всех прочих погребений, он лежал головой к востоку, а не к западу или северу. Словом, это был человек совсем иных представлений о мире и о смерти, хотя, к сожалению, больше ничего о его культуре сказать нельзя. Но самое интересное было то, что с правой стороны скелета лежала сабля в деревянных ножнах. Лезвие ее было изогнуто, хотя очень незначительно, но зато была отогнута и рукоять сабли. А ничего более важного представить себе нельзя. Сабля свидетельствовала о военной реформе VI века. Сабля. В доисторические времена, когда отдельные небольшие племена оспаривали друг у друга владение охотничьими угодьями, возникла нужда в оружии. Первоначально в основу техники убийства себе подобных были положены три принципа: оружие метательное, камень, которого мы в этом разделе касаться не будем, колющее, копье, и ударное, палица. С течением времени они совершенствовались. Облегченное копье превратилось в дротик и стрелу,
утяжеленная в пику. Палица с добавлением обработанного камня на конце стала топором, а после изобретения плавких металлов — длинным мечом. Дистанция огромного размера, но принципы были неизменны. Таким оружием воевал весь античный мир. Конечно, некоторые усовершенствования были введены при освоении закалки железа. Можно было делать меч с острым концом и пользоваться им одновременно как колющим и рубящим оружием. Таков Глаудиус римских легионеров. Можно было насаживать топор на пику, получалась алебарда, которой мастерски владели китайские пехотинцы. Но все это были детали и усовершенствование принципов, казавшихся неизменными. Меч, на первый взгляд, более совершенное оружие, чем копье, но он имеет принципиальный недостаток. Коротким мечом трудно достать уклоняющегося противника, а длинный двоеручный меч тяжел и при продолжительном бою утомляет руку меченосца, в то время как копьем можно действовать долго. Древние воины достигали в этом искусстве таких вершин, что на полном скаку ловили концом копья кольцо, которое инструктор держал в пальцах. Разумеется, для этого была нужна долгая выучка и постоянная тренировка. Но я уже слышу возражение. А где же принцип резания, то есть ножа, без которого ни один человек в наше время не может и часу прожить? Как же обходились без него древние люди? Да, резали и тогда, но техника камня не позволяла доводить режущие предметы до той степени совершенства, которая необходима во время боя. Каменным ножом можно было перерезать горло связанному врагу или, как ацтекские жрецы, вынуть из груди пленного сердца, но не больше. Бронзовые кинжалы употреблялись как колющее оружие ближнего действия и никак не могли соперничать с копьями или мечами. Но вот в VI веке или около того алтайские кузнецы, получавшие кричным способом великолепное железо, придумали чуть-чуть искривить меч и отогнуть его рукоять назад. Тогда это лезвие при оттяжке стало не только рубить, но и резать. Эффективность оружия увеличилась во много раз. Сабля, это она и есть, не проламывала головы и не крушила кости, она их разрезала, причем не требовалось большого веса клинка, только умение при ударе потянуть оружие на себя. В те времена железные панцири были редкостью, и больше всего употреблялись кафтаны с нашитыми на них пластинами и бляхами. Найти место для удара было легко, и всадники, вооруженные саблями, оказались решающей силой в рукопашной схватке. Недаром повесть временных лет приводит пример, что поляне платили хазарам дань мечами, а хазары были вооружены саблями. Летописец ретроспективно предсказывает, что обоюдоострый меч в конце концов одолеет саблю с одним острием. Но, конечно, как мы уже видели, для поражения хазар русскими было много веских причин и другого характера. Для того, чтобы оценить значение нового оружия, обратимся к тексту, написанному в X веке, но описывающему битву VI века на основании источников, до нас не дошедших. Это сочинение Абуль-Касима Фирдоуси Шахнаме, где поэтическая форма отнюдь не мешала описаниям батальных сцен. Конечно, в этом произведении есть и не может не быть много моментов, привнесенных личными качествами автора. Лиричность, или требования вкуса эпохи, дидактика, или его политическими установками, патриотизм, но мы выберем отрывок, где эти особенности будут неощутимы, а сравнительная ценность видов вооружения очевидна. Дальнейшему изложению необходимо предпослать несколько пояснений. В 590 году персидский полководец Бахрам Чубин, незадолго перед тем одержавший победу над тюркютами при Герате, попал в немилость. Опасаясь казни, он поднял восстание и, захватив власть, короновался шахом Ирана. Законный наследник престола царевич Хасрой бежал в Византию и там получил военную помощь, с которой двинулся добывать трон своих предков.
Решающая битва византийских интервентов, поддержанных армянами и персидскими иммигрантами-роялистами, с профессиональной армией Бахрама и примкнувшими к нему тюрками, произошла у Балерата, одной из речек, впадающих в озеро Урмия, в августе 591 года. Для нас интересен только первый эпизод битвы, поединок богатыря Гота-Хазара, приравненного по боеспособности к 1000 обычных воинов, и Бахрама, научившегося у тюркютов обращению с новым оружием — саблей. Лишь подняло солнце чело над горой, над толпами поднялся шум боевой, как небо вращение, движение полков, и солнце затмилось от блеска клинков. Дальше идет длинное описание диспозиций обеих армий с указанием имен полководцев, командиров подразделений, и много внимания уделяется чувствам молодого царевича Хосроя, вынужденного истреблять свою персидскую армию при помощи своих заклятых врагов, греческих наемных войск. Затем начинается описание первой атаки византийцев. Когда ж барабаны забили вокруг, и войнолюбивые двинулись вдруг, ты скажешь: земля поднялась грядой, налитой к небу жестокой враждой. Тут землю основой увидел Хосрой, утком наступающих воинов строй наполнилось мыслями сердце его, и чащую сделался мир для него. Это любимые образы персидских поэтов, переданы буквально. Вдруг вырвался гот. Готы в VI веке очень часто служили в византийских войсках и даже составляли особый отряд гвардии. Вдруг вырвался гот из воинственных толп, весь в черном железе, похожий на столб, и крикнул Хосрою: «Врагов осмотри, где раб, пред которым бежали цари, его указать мне, вот дело твое, а дело для сердца мужского копье». Припомнивши битвы минувшие, шах стоял молчаливо с тоскою в очах, а после ответил: «Что ж, выйди вперед, он в поле заметит тебя и найдет, попробуй тогда от него не бежать, чтоб губы потом от стыда не жевать». Тут гот от Хосроя вернулся назад, схвативши копье, и сражению рад. Как слон опьяненный он шел разъярен, иль будто был ветру товарищем он. Елянсина, один из вернейших сподвижников Бахрама, в этот день командовавший авангардом персидских войск. Елянсина крикнул Бахраму: «Гляди! Там див пред румийцами встал впереди, как слон он, железная пика в руках, и спрятан аркан далеко в тараках». Значит, он не будет брать побежденного противника в плен, а убьет его. Фигурально вызов на смертельный бой. В руках у Бахрама взметнулся клинок, свистящий, как в свежей листве ветерок. Шах, так почтительно называет автор Хосроя, бывшего в этот день лишь претендентом на престол. Шах на ноги это увидев вскочил, на гота заплаканный взор устремил. Лишь только рванулся румиец на бой, сжал пятками землю сухую Хосрой. Не сделала пика Бахраму вреда, щитом отразил он удар без труда. Ударил ответно клинком боевым, и гот пополам развалился пред ним. Гот погиб из-за неосведомленности в новинках военной техники. Он ожидал встретить врага с мечом, а не с саблей. Тогда бы панцирь предохранил его, он получил бы легкую рану и возможность второго удара, который при сближении стал бы для Бахрама последним. Конечно, тесный строй копьеносцев был по-прежнему неуязвим для всадников с саблями, но те не принимали боя, а расстреливали скученного противника из луков. Когда же копьеносцы рассыпались, чтобы не представлять слишком легкую цель для стрел противника, сабельщики вынуждали их к поединкам и имели все шансы на победу. Битва при Балерате окончилась победой византийцев, только потому, что они прижали персов к отвесным утесам.
лишили свободы маневрирования и задавили численным перевесом 60 тысяч против 40 тысяч. Но в степях всадники, вооруженные саблями и луками, не имели себе равных вплоть до изобретения огнестрельного оружия. Несмотря на то, что европейские рыцари во время крестовых походов немало падали от турецких и арабских сабель, они не сумели перестроить свою привычную военную выучку и продолжали сражаться мечами, с течением времени превратившимися в кирасирские палаши. Искусство владения саблей требовало совсем иной тренировки и других психофизических качеств бойца и даже лошади. Тяжелые европейские кони, на которых рыцари бросались в сокрушительные, но, как правило, неудачные атаки, не годились для сабленосца, основными качествами которого были поворотливость и быстрота. Только Наполеон попытался переучить своих кавалеристов, взяв за образец тактику египетских мамлюков. Но реформа запоздала и не спасла французскую кавалерию от русских гусарских сабель и казацких шашек, лишь немного усовершенствованных сравнительно с той, которая лежала в подбое могилы Барсила. Трудно описать нашу радость при находке пращура русского оружия, ныне занимающего почетное место в коллекциях Эрмитажа. Сарматы населяли приволжские степи в первые века нашей эры, и только гунны в VI веке оттеснили их на запад. Могли ли с ними столкнуться хазары? Вот вопрос, на который можно ответить двояко. Нет, потому что хазары — потомки хунских воинов и сарматских женщин. Да, потому что такой большой народ, как хазары, не мог появиться за одно поколение и должен был некоторое время сосуществовать с чистыми сарматами. Оба ответа не могут считаться достаточными, и только археология в состоянии установить, жили ли сарматы в дельте Волги, на тех самых местах, где мы нашли хазар, или оба народа сосуществовали в III-IV веках и разделили между собой прикаспийские земли, причем сарматы взяли степь, а хазары — дельту. Вспомним, что в I-II веках Волга была еще маловодна, но в то время, когда гунны теснили сарматов на запад, III-IV века, разлилась широким потоком, а степи превратились в пустыни. До этого времени Волга текла по нескольким руслам среди равнины бугров, как ныне текут Хурдун и Кигач. Если так, то сарматам незачем было делать выбор между двумя ландшафтами, ибо в их время существовал только один. Следовательно, мы должны были искать сарматские могилы там же, где находили хазарские, только считая их более древними. И наши поиски увенчались успехом. Первая находка была сделана на бугре Степана Разина. На глубине 0,75 метра в полуметре от тюркютского захоронения раскрылось горло серо-глинного сарматского сосуда. Затем на бугре Биллинга нам посчастливилось наткнуться на погребение богатой сарматки. Ее широкая одежда была украшена нашитыми на нее бусами и заколота фигурными бронзовыми фибулами, застежками, сконструированными по принципу французской булавки. На груди у нее лежало бронзовое зеркало. Разумеется, одежда истлела, но бусы и фибулы показывали, насколько она была широка и, вероятно, удобна. Итак, сарматы населяли дельту в первые века нашей эры. Так мы нашли предков хазар. Хазария и географический детерминизм. Следя за ходом нашей мысли, подсказанной наблюдениями во время путешествий по пустыням и дебрям, читатель может подумать, что роль географического фактора, оттененная нами, близка к концепции географического детерминизма, наиболее четко сформулированного Монтескье в книге «Дух законов», но достаточно привести примеры истолкования им значения явлений природы для человеческого общества, чтобы убедиться, насколько разнятся его и наши подходы к теме и выводы. Монтескье утверждает, что жаркий климат расслабляет душу и тело, а холодный делает человека крепким и энергичным.
Южане сильно ощущают боль, а северяне отличаются малой чувствительностью. В восточных странах жаркий климат порождает физическую и умственную лень, вследствие чего нравы, обычаи и законы там не меняются. Народы жарких стран не обладают мужеством и почти всегда бывают порабощены северными, мужественными народами. Бесплодие почвы делает людей искусными в мастерстве, трезвыми, закаленными в труде, мужественными, способными к войне, так как им надо добывать себе то, в чем им земля отказывает. Плодородие страны вместе с зажиточностью дает жителям изнеженность и любовь к сохранению жизни. На равнинах, где трудно защищать свободу, устанавливается деспотическое правление, а горцы могут себя отстоять, потому что вести завоевания на пересеченной местности трудно. К этим и подобным утверждениям сводится теория географического детерминизма, подчиненная рационалистической идее всеобщей закономерности, куда входят и явления общественной жизни. Гораздо важнее принципиальная сторона дела. Все сторонники концепции географического детерминизма предполагают наличие прямого влияния природы на психику людей и общественное развитие. С нашей же точки зрения такого влияния нет. Общественное развитие – форма спонтанного движения по спирали и тем самым никак не может быть связано с экзогенными явлениями, в том числе изменениями климата и ландшафта. Психика людей – тоже явление особого порядка, зависящее от физиологии, которая во время рождения географического детерминизма была наукой неразвита и значение ее не учитывалось. По нашему мнению, роль природы сказывается на этнографических особенностях и ареалах распространения народов, но не непосредственно, а через хозяйство, то есть основу экономической жизни. Природа не имеет определенного влияния на жизнь людей. Ландшафт не определял род занятий какого-либо народа. Там, где привычные занятия были невозможны, представители этого народа предпочитали не селиться. Поэтому жители лесов редко осваивали полупустыни, а предпочитали речные долины. Степняки же, даже овладев лесными массивами, выбирают для жительства открытые места. Угры-самодиины и тюрки-якуты заселяли тундру и луга в долине Лены, оставив тайгу лесовикам, хантам и эвенкам. Исключений из этого правила немного, и они всегда могут быть объяснены событиями политической истории. Разница между нашим подходом и географическим детерминизмом очевидна. Оба метода исключают один другой. Нетрудно заметить, что собранный нами материал позволяет отвергнуть все перечисленные утверждения Монтескье, который строил свои соображения на недостаточном количестве сведений. История Северной Азии и Восточной Европы оставалась вне сферы его внимания, так как в середине XVIII века она была еще неизвестна европейцам. Лето в монгольских и казахских степях более жаркое, нежели в Западной Европе и Передней Азии, но это родина богатырей. Умственная лень и неизменность обычаев на Востоке – миф. Мы видели, насколько напряженной была там экономическая и политическая жизнь в раннем Средневековье. В то время, наоборот, Запад был почти в состоянии застоя. Говорить об отсутствии мужества у южных народов нелепо, потому что арабские завоевания VII-VIII веков были сделаны именно южанами, и аналогичных примеров можно найти сколько угодно. Системы в географической концепции завоеваний нет. Побеждают то одни, то другие. Суровость природы отнюдь не способствует закаленности людей. Там, где природные условия действительно тяжелы, например, в Сахаре, Сибирской тайге, Гренландии, жители изнуряются в ежедневной борьбе за поддержание существования, и никакого развития у них не наблюдается. Равнины также не способствуют образованию деспотизма. Так, например, гузы, печенеги, половцы жили свободными родоплеменными союзами, а в Горной Грузии или Малой Азии с глубокой древности установилось монархическое правление.
Наконец, защищаться в степи, используя стратегический маневр в пространстве, куда легче, чем оборонять горные крепости, откуда нет выхода. Суждение Монтескьё соответствует уровню науки его времени, и в XX веке всерьез приниматься не могут, как и мнение его последователей. Игнорирование основы человеческого общества, способа производства материальных благ, неизбежно завело их в тупик. Хазары оставили наибольшее число погребений. На бугре Степана Разина их найдено 5, на казенном бугре 3, на бараньем бугре, который мы не успели раскопать. Экспедиция прекратилась в тот момент, когда успехи ее перестали вызывать сомнения в ком бы то ни было, а жаль. Ограничившись предварительным осмотром, 3, и на нескольких других буграх встречены сильно разрушенные и маловыразительные, но, несомненно, хазарские костяки. Это дало возможность установить характерные черты хазарского обряда погребения. Труп клали на землю, головой чаще на запад, но иногда на север. В изголовье ставили 2 сосуда, один из серой глины, очевидно, с кашей, а другой из красной, с вином или каким-нибудь другим напитком. Кроме того, в изголовье клали в жертву мясо, чаще баранину, один раз попался целый скелет ягненка, иногда птицу, а однажды мы были потрясены, потому что на месте, где полагалось быть жертве, оказался скелет младенца. Вещей при скелетах очень мало, иногда встречаются железные ножи и поясные пряжки, перержавевшие и слевшие до такой степени, что их трудно перенести с земли на вату. Бывает в левом ухе серьга-колечко, и однажды встретилась железная бляха, вернее, следы ее, нашитые на одежду. Это бедные погребения небогатых людей, трудом добывавших себе средства к существованию и не позволявших себе роскоши закапывать в песок нужные или ценные вещи. В этих комариных местах жила не хазарская знать, а беззащитный народ. Наше внимание обратило на себя то, что хазарские сосуды из погребений очень похожи на плохонькие сарматские. Разница, конечно, есть, их не спутаешь, но кое-что в форме, промешанном тесте и даже обжиге роднит их между собой. Что ж, это не случайно и не удивительно. Хазары в какой-то, пусть небольшой степени, потомки сарматов. Жили они, если не в одинаковых, то похожих условиях, а глина у них была одна и та же, что обусловило сходство теста. Поэтому и сосуды у них похожи. Но сарматы обладали великолепным вкусом и огромными богатствами, награбленными у скифов, побежденных ими во II веке до нашей эры. У сарматов эпоха первоначального накопления прошла легко, и они могли позволить себе изощряться в художествах. Хазары же долгое время боролись за право на существование, а победив, попали под власть инородной правящей верхушки. Условий для бурного роста материальной культуры у них не возникло. Впрочем, если бы нам удалось найти остатки хазарских столиц, если даже не Итили, то хотя бы Семендера, расположенного где-то на Тереке, то мы наверняка обнаружили бы там предметы искусства и следы роскоши. Те же места, в которых мы работали, были для Хазарии провинцией, деревней. Но для нас хазарская деревня была не менее интересна, чем столица, и бедность материала нас отнюдь не смущала, а скорее будила в наших головах и сердцах мысли и чувства, необходимые для продолжения поисков. Весьма странно было констатировать, что почти все хазарские скелеты носили следы тяжелых повреждений огромной давности. В большинстве случаев черепа разбиты ударами чекана или дубины в лоб или в висок, а ноги ниже колен обрублены. Нередко обрублены пальцы правой руки. Среди костей очень часто находятся зола и угольки от костра, но это не следы трупосожжения, потому что кости не подвергались действию слабого огня, опалившего, по-видимому, лишь кожные покровы и мышцы. Наши находки оказались иллюстрацией
к сообщению армянского автора Моисея Каланкатуйского, который рассказывает о разрезанных мечом и ножами трупах, о скверной неистовой резне и беснующемся плаче над мертвыми. И все-таки обезображенные трупы были похоронены тщательно, с соблюдением ритуала. Очевидно, мы столкнулись с древним поверьем, страхом перед мертвым, уверенностью, что покойник может принести вред. Все древние народы боялись злых духов, но не все связывали их с трупами. Например, древнегреческая эмпуза, которые пугали детей, рисовалась как оборотень, тюркские албасты и джейтырнаки, ночные духи и так далее. Вера в то, что сам труп, а не дух покойника, опасен для живых людей и особенно родственников, очевидно возникла у древних угорских народов и была занесена в Европу венграми. Не случайно, что легенды и рассказы об упырях, которых на Балканах называли вурдалаками, а в Венгрии вампирами, распространены только в странах, граничивших с Венгерским королевством, Польше, Сербии, Болгарии, да еще на правобережной Украине, где с XI века осели соседи древних венгров, тюрки-гузы. По единодушному свидетельству восточных авторов, вера хазар походит на веру тюрок-гузов, и вряд ли она по бытовым воззрениям сильно отличалась от религии древних венгров. Суеверия распространяются быстро и легко перенимаются даже у врагов, а венгры и хазары иногда бывали союзниками. Если принять эту гипотезу, то калечение трупов объяснить легко. Чтобы лишить мистического врага возможности двигаться, его опаливали огнем и обрубали конечности. С точки зрения примитивного сознания этого было достаточно. Бросим взгляд на этнографические параллели. Там, где похороны стали делом религии, то есть в христианских и мусульманских странах, обряд погребения был строго определен, и родственники покойного вынуждены были ему подчиняться. Зато после похорон кто-нибудь из односельчан рассказывал, что покойник гнался за ним ночью, или что-либо в этом роде. Тогда труп выкапывали, протыкали грудь мертвеца осиновым колом, а иногда просто сжигали. До XVIII века эти суеверия были весьма распространены, да с ними тогда никто и не боролся. Может быть, у хазар было не это, а сходное представление, но так или иначе важно, что их представление о смерти весьма отличалось от тюркютского, телесского и печенежского, что опять-таки указывает на известную самостоятельность их культуры. Дата могильника. Теперь мы можем заняться датой, которая на основании всего комплекса находок может быть уточнена. Нижней датой можно с уверенностью считать VI век, так как именно тогда в Поволжье появилась сабля и круглые железные стремена. Последние сменились к XI веку стременами с плоской подножкой. Но круглые стремена могли сосуществовать с ними некоторое время, а базировать только на форме стремян верхнюю дату было бы неосторожно. Бесспорной верхней датой является XIII век, потому что татарская керамика резко отличается от той, которая характерна для наших находок. Остаются 700 лет хазарского периода, в который и совершались похороны покойников на бугре Степана Разина. Формальный метод археологии больше ничего уточнить не может, но ведь кроме археологии мы располагаем историей и географией. Почему бы не использовать их? Отметим, что в могильнике соприсутствуют тюркюты и их союзники телесцы. Следовательно, вероятнее всего, что они похоронены в то время, когда Хазария входила в состав Каганата, то есть до 650 года. Наличие погребения Барсила показывает, что те времена, когда хазары враждовали с барсилами, то есть начало VI века, миновали. Также легко объяснить появление на хазарском кладбище печенега, если считать, что он был воином тюркютского хана. После падения Каганата печенеги с хазарами больше воевали, чем дружили.
Итак, только середина VII века, эпоха тюркюто-хазарского наступления на Закавказье, обладает всеми теми чертами, при которых мог возникнуть совместный могильник представителей 4 описанных нами народов. Это мнение следует считать пока предварительным и приблизительным. Не исключена возможность, что оно будет уточнено, но, как сказал Цицерон, при отсутствии уверенности правилам мудрого должна быть наибольшая вероятность. Евреи, как известно, жили в Хазарии, но их было немного. За 5 лет детальных поисков мы не нашли ни одного следа их культуры. Это значит, что мы искали не там. Если бы Итиль не был смыт водами бесновавшейся Волги, если бы Саркел не был просто крепостью с гарнизоном из тюркских наемников, если бы Тмутаракан не находилась в сфере влияния византийской культуры и экономики, то, несомненно, были бы открыты роскошные памятники средневекового иудаизма, который так красочно описан Леоном Фейхтвангером в знаменитой испанской балладе, а не только несколько еврейских надгробий около Тамани. Следовательно, надо было перенести острие наших исследований в другое место, а таким мог быть только город Семендер, первая столица Хазарии. По описаниям древних авторов, Семендер по богатству и многолюдию не уступал Итилю, но пал под мечом Святослава Игоревича. По поводу расположения этого города было высказано очень много разных мнений, и наша задача представлялась с одной стороны предельно трудной, а с другой чрезвычайно интересной. Поиски Семендера стали нашей задачей весной 1963 года, когда экспедиция снова выехала из Ленинграда в Хазарию. На этот раз в программу исследований мы включили, кроме Волги, Терек. Глава 8. Терек. Перед прыжком. Существует 2 способа самоподготовки к исследованию новых мест. Первый – прочесть всю или почти всю литературу, касающуюся территории, подлежащей изучению, и во всеоружии знаний явиться на место, чтобы дополнить и уточнить богатство, накопленное предшественниками. Но есть и другой способ, который мне подсказал в 1948 году замечательный путешественник и первооткрыватель алтайских древностей Руденко. Когда я собирался ехать с ним на Алтай, он рекомендовал не читать никаких специальных сочинений по алтайским древностям, хотя таковых было немало, а ограничиться общими работами по истории интересовавшего меня периода. Таким образом, легче сохранить свежесть восприятия и найти то, что было пропущено другими путешественниками, ибо смотреть и видеть не одно и то же. Снова, как 4 года назад, я собрался искать хазарский город в новом, неизвестном мне районе, но разница была налицо. Теперь можно было опираться не только на чутье. Богатый опыт работ на Волге создал систему широких ассоциаций. Книга о тюркютском, тюркском и уйгурском каганатах «Древние тюрки», написанная мною за это время, позволила мне расширить исторический кругозор и запомнить много таких деталей, которые ускользают от читателя, но врезаются в память писателя. Наконец, институт, в который меня пригласили, ГНИИ, выделил некоторую сумму на транспорт, и оказалось возможным нанять на неделю грузовую машину. Базой будущих работ я избрал город Кизляр, находившийся в центре той равнины, на которой, по мнению Артамонова, стояла первая столица Хазарии Семендер. К нам присоединился Куренной, работавший в 1961 году на бугре Степана Разина и полюбивший историю. Он мастерски делал топосъемки, и благодаря его помощи нам удалось провести куда больше исследований, нежели мы вначале предполагали. На автобазе Кизляра мы наняли машину с шофером, который сначала смотрел на нас с недоверием, но вскоре оказался первым нашим другом. Так был сформирован новый отряд, перед которым открылись терские степи, настолько широкие, что, казалось,
легче найти иголку в стоге сена, чем в этом просторе скелет хазарского времени. Терек. В любом лабиринте должна быть нить Ариадны. Таковой показался мне Терек, проток которого идет через Кизляр. Коричневая вода с яростью бьется о берега и своей деревянного моста, но мальчишки весело барахтаются в волнах, не обращая внимания на течение. Глядя на них, мы решили, что рассказы о бурном течении Терека, как часто бывает, преувеличены. Ну, река как река. Мне показалось интересным другое. Терек течет не в углублении, а на возвышенности. Отлагая век за веком песчинки, он поднял свое русло над окружающей его равниной, и только мощные дамбы спасают дома Кизляра от терских вод. Но ведь возможен прорыв дамбы, что тогда? Так оно и случилось в момент нашего приезда. Начальство было в хлопотах. Ниже Кизляра вода прорвала дамбу, и все силы были брошены на ее восстановление. Однако жители не казались взволнованными, объяснив нам, что это происходит почти каждый год, а привычная беда не беда. Первый маршрут мы предприняли к востоку от Кизляра, вниз по течению Терека. Широкая равнина, раскаленная лучами августовского солнца, изредка пересекалась стенами высокого камыша. Это были следы старых русел Терека, который, как всякая река, текущая в широтном направлении, склонен менять свое русло. Никаких памятников, никаких городищ здесь не было и в помине. Думалось, что на правом южном берегу Терека мы увидим иную картину. И действительно, добравшись до переправы ниже Кизляра, мы увидели море, да-да, именно море, глубиною до 1,5 метров. Прорвав дамбу, Терек затопил низкую часть дельтовой равнины. А что же творилось, когда дамб не существовало? Ведь тогда там было еще страшнее. И мы повернули назад, потому что стало ясно, что Хазар в заливаемой пойме Терека быть не могло. На следующий день мы снова попытались прорваться на правый берег Терека, на этот раз выше Кизляра. Мы переехали Терек по мосту и углубились в ровную степь, надеясь добраться до возвышенных мест, нанесенных на карту. Мы ведь привыкли искать бугры и думали, что и здесь любое возвышенное место будет носить следы древнего обитания. Ехать пришлось далеко. На пути нам попалась маленькая речка глубиной по колено, которую наша машина форсировала без труда. Через несколько часов пути мы увидели телеги, нагруженные скарбом, и горских женщин, сидящих на грудах домашних вещей. Они неторопливо ехали на юг, где вдали синели силуэты отрогов Кавказа. «Что случилось?» — спросили мы, и они охотно объяснили, что за ночь Терек прорвал дамбу где-то ниже Грозного, и они уходят от наводнения. На лицах их не было и тени беспокойства. Вода разливается по равнине медленнее, чем идет шагом лошадь. Если даже вода их нагонит, они успеют проехать по мелководью до спасительных гор. Но нам стало невесело. Там, где лошадь пройдет без труда, машина увязнет, а перспектива сидеть неделю на крыше кабины среди моря глубиной в человеческий рост нам отнюдь не улыбалась. Посоветовавшись, мы повернули назад и вовремя. Речка глубиной по колено успела превратиться в широкую реку и ширилась на глазах. Мелкая вода плескалась во всех низинах, незаметных до этого простому глазу. Шофер дал газ и сделал огромный крюк, чтобы выбраться на шоссе. Когда мы переезжали мост обратно, нас предупредил мостовой сторож, что переправу вот-вот закроют, и поздравил с тем, что мы успели выбраться. Впрочем, нам повезло дважды. Стало, наконец, понятно, почему древние географы называли Каспийскими воротами Дарьяльское ущелье, а не проход вдоль берега Каспийского моря около Дербента, и почему арабские полководцы для вторжения в Хазарию предпочитали трудный путь через горные перевалы,
а не равнину дельты Терека и Сулака, лежащую между Дербентом и Хазарией. В те времена, когда берега Терека и Сулака не были укреплены и эти мощные реки блуждали по равнине, опасность от наводнений была бесконечно большей, чем в наше относительно сухое время. Разливы были водным барьером, непроходимым для конницы. Можно перейти вброд реку, но нельзя двигаться по пояс в воде десятки километров. Люди и лошади устанут и будут валиться и тонуть даже в мелкой воде. Сами хазары для набегов на Дербент могли выбрать сухое время, и как местные жители они знали дороги, где вода была не страшна. Но чужеземцам форсировать разливы рек было не по силам, и они вторгались из Закавказья через горы, чтобы разграбить богатый город Семендер, преграждавший им путь вглубь страны. Но если так, то искать Семендер и окружавшие его хазарские поселения надо не ниже, а выше Кизляра, решили мы. Повернули нашу машину к станице Гребенской, лежащей на окраине песчаных дюн, называемых здесь бурунами, и возобновили поиски. Буруны. Цепь песчаных гряд тянется вдоль автомобильного шоссе, соединяющего Кизляр с Грозным. Местами они отделены от шоссе сухой степью, а кое-где подходят к нему почти вплотную. Найдя такое место, мы, остановив машину, подошли к песчаной гряде и остановились в изумлении. Всюду, среди сухой травы, окаймлявшей подножье бурунов, и на желтом песке склона лежали черепки лепной посуды. Их было нетрудно узнать. Часть их была, несомненно, сарматского времени, часть очень походила на наши хазарские находки в дельте Волги. Пользуясь хорошей дорогой, мы быстро объехали всю южную окраину бурунов до излучины Терека, западнее которой стоит город Грозный. При этом мы совершали планомерные вылазки через каждые 10-12 километров. Мы нашли не только керамику, но и древние погребения в песках, раздутых нашим верным помощником ветром. Ведь большая часть тяжелых предметов, оброненных или брошенных на поверхности, с течением времени проседала сквозь мелкий песок, и только ветер, обнажавший то там, то здесь суглинистую почву материка, помогал нам найти следы древней культуры. Постепенно картина прояснилась. Поселения сарматского и хазарского времени располагались исключительно по южной окраине песков, а глубже попадалась только красная тонкостенная ногайская керамика, оставленная кочевниками, пригонявшими свои стада с берегов Кумы на весенние пастбища. Но и ее было очень мало, потому что большую часть года эта раскаленная солнцем пустыня была безлюдна. Вставал вопрос, почему на окраине бурунов в первом тысячелетии нашей эры было население более густое, чем даже сейчас? С чем это могло быть связано? Представим себе климатические условия того времени, когда здесь жили оседлые хазары. Ведь это была эпоха повышенного увлажнения степей. Терек метался не только по правому берегу, но заливал те места, где ныне стоят казачьи станицы и хутора переселенцев с Украины. А если так, значит, хазарские поселки должны были располагаться выше уровня возможных наводнений. Вот почему мы находим их следы там, где теперь в относительно засушливую эпоху не имеет смысла строить дома. Итак, география подтверждает данные археологии, и они обе вместе позволяют историку восстановить картину прошлой эпохи, времени хазарского процветания. Хазары жили в тех же местах, где ныне живут гребенские казаки, оседлое племя, говорящее на русском языке. По легендам, хранящимся в народной памяти, предки гребенских казаков поселились в этих местах еще задолго до Ивана Грозного, 1533-1584 годы, и помогли его воеводам построить крепость Терки на границе с воинственными горцами Дагестана и Чечни, мусульманами и врагами христиан. В XVI веке на Кавказ тянули свою руку энергичные кызылбаши, подчинившие себе изнеженную Персию,
но Терек стал границей для притязаний шахов-сефевидов. Вспомним, что за 700 лет перед этим на том же рубеже хазары остановили натиск арабов при аналогичном соотношении сил. Совпадение обстоятельств не могло быть случайным. Терская Хазария могла лежать только там, где до сих пор стоят границы гривенских казаков. Но это только гипотеза. Это ход мысли, подсказанный общими представлениями о соотношении эпох, о взаимодействии природы и людей, о смене влажных и сухих периодов. Нет, для того, чтобы мысль была доказана, требуются фактические подтверждения, сказали бы мне коллеги-археологи. Где город Семендер? Где крепость Терки? Пока они не будут найдены, все разговоры о том, что должно или могло быть, не стоят выеденного яйца. Эти возражения я предвидел. Больше того, они представлялись мне столь же явственно, как если бы я слышал и видел оппонента. Поэтому мы повернули машину и помчались обследовать полоску степи, лежащую между бурунами и прибрежными лесами Терека. А эта полоска тянулась от Грозного до берега Каспийского моря больше 200 километров. Степь. Устремившись в степь, примыкавшую к Тереку, мы приняли во внимание то, что ровной она представляется только такому несовершенному инструменту, как наш глаз. То, что мы в первый маршрут видели много сухих русел, показывало, что основная масса воды стекала по ним, а, следовательно, должны встречаться хоть невысокие пригорки, не покрывавшиеся водой во время половодий. На них мы рассчитывали найти городища, которые в средние века всегда были окружены земляными валами, потому заметны даже с большого расстояния. Для начала мы двинулись на восток, к морю, который, надо думать, недаром называлось в X веке Хазарским. Долгое время наше внимание и терпение подвергались испытанию. Ни одного бугорка не было заметно по обеим сторонам дороги. Наконец, впереди показалась синяя полоска у самого горизонта, повеяло теплой солью морского ветерка, и одновременно с левой стороны от дороги выросли знакомые очертания — вал. Это не было открытием. Мы наткнулись на известное, неоднократно описанное трехстенное городище. 3 вала, южный, западный и восточный, с расширениями для башен, образовывали неправильную трапецию, основание которой на севере городища отсутствовало. Было очень странно, почему не воздвигнута последняя стена, тем более что никаких естественных рубежей, вроде высохшего русла Терека, там не было и в самые древние времена. Керамика, валявшаяся в изобилии около западного вала, была похожа на золотоордынскую керамику Поволжья. Но самым важным и ценным для датировки крепости было то, что вершины валов были покрыты слоем соленоводных ракушек. Их было так много, неразбитых, лежащих ин-ситу, что отпадала версия случайного их появления на валах. Известно, что моллюски лучше всего чувствуют себя на отмеле, где вода прогрета солнцем. Очевидно, и эти размножились здесь в то время, когда волны Каспийского моря чуть-чуть покрывали вершину валов. Абсолютная отметка вершины вала была около минус 19 метров, а такого уровня Каспийское море достигало лишь во второй половине XIII века. Значит, трехстенное городище было сооружено во второй четверти XIII века между образованием Золотой Орды и максимальным подъемом Каспийского моря. В это время монгольская империя наследников Чингисхана раскололась, и отдельные улусы чингисидов вступили между собой в ожесточенную войну. В Монголии Арик-Бука, ставленник западных монголов, сражался в 1260-1264 годах со своим братом Хубилаем, опиравшимся на армию, составленную из ветеранов, победивших Китай. После поражения и гибели Арик-Буки его дело продолжил Хайду,
которого поддержал князь Наян, выступивший против Хубилая под знаменем креста. В числе ханов, отказавших Хубилаю в покорности, выражавшейся в уплате доли из собранных налогов, оказался Берке, хан Золотой Орды. Ему пришлось сразу же столкнуться с братом Хубилая, Ильханом Ирана Хулагу, и потоки крови полились по долинам Азербайджана и Дагестана. До тех пор, пока Каспийское море не вышло из берегов, Берке-хан и его наследники имели все основания опасаться внезапного удара с юга. Поэтому они постарались создать в низовьях Терека крепость для своего сторожевого отряда. Но не успели они построить 4-й вал, как море затопило степи вокруг крепости и само стало преградой для конницы противника, куда более мощной, чем любая крепость. Потому и осталось недостроенным укрепление, на валах которого лежали соленоводные ракушки. Мы могли только констатировать, что к хазарам оно не имело никакого отношения. Вечером того же дня мы нашли еще одно городище, на этот раз на берегу Старицы, у излучины Терека. Но даже на первый взгляд стало ясно, что это такое. Вал в плане был восьмиконечной звездой с широкими площадками на концах лучей. Площадки были раскатами для орудий XVII-XVIII веков, когда отдачу при выстреле не умели амортизировать, а изломанные линии крепостной стены показывало знакомство строителей с фортификацией французского инженера Вобана. Это был тоже сторожевой форт, но русский. Он мог вместить от силы роту солдат, но, по-видимому, этого было достаточно для наведения порядка в низовьях Терека после того, как Петр Великий в 1724 году покорил западный и южный берега Каспийского моря, и Северный Кавказ превратился в одну из внутренних областей Российской империи. Мы вернулись из маршрута, установив лишь то, что хазарских городищ в низовьях Терека нет. Совершенно иного типа было городище у деревни Кордоновка, которую местные жители называют крепость Шамиля. Разумеется, Шамиль к постройке или использованию этой крепости не причастен. Она принадлежала ему по народному обыкновению приурочивать все древние памятники к последним крупным историческим событиям, заслоняющим всю предшествовавшую историю. Так, в Подолии местные жители все скифские и древнерусские городища считают турецкими в память нашествия турок на Каменец в 1672 году. На Волге все утесы приписаны Степану Разину, в Монголии все руины Чингисхану. Крепость Шамиля расположена на берегу Старицы Терека. Валы, сбитые из глины, повторяют изгибы Старицы. Они в очень плохом состоянии, так как в них устроены силосные ямы и казачьи могилы. Керамика, в изобилии лежащая внутри крепости, сарматская, и, следовательно, мы наткнулись на одну из аланских крепостей, где местные жители спасались от гуннов. В те времена в степях царила засуха, и разливы Терека не угрожали аланам, построившим крепость у самой воды, чтобы не страдать от жажды во время осады. Приступа же они не боялись, потому что гунны, страшные в открытых степях, брать крепости так и не научились. Находка была сама по себе интересна, но нам не нужна. В поисках за хазарскими городищами мы снова устремились на запад. Лес. Вдоль северного берега Терека тянется полоса густого леса шириной около 5 километров. Этот лес не похож ни на один из тех, которые мне когда-нибудь доводилось видеть. Гигантские деревья закрывают своей листвою небо, и трудно поверить, что это тополя. Стволы их часто обвиты до кроны ползучими растениями. Низкие места заросли камышом с серыми колеблющимися метелками. Колючие кусты образуют труднопроходимые заросли, а там, где их нет, земля усеяна прелым листом и царит душная прохлада, потому что ветви, переплетенные наверху, не пропускают лучей солнца. Но самое главное,
И, пожалуй, страшное в этом лесу — комары. Обычно мы думаем, что комары летают в воздухе. А здесь воздух служит прокладкой между комарами. Там стоит серая жужжащая туча, причиняющая путнику непрерывную боль, постепенно становящуюся непереносимой. Мы пропитывали рубашки антикомариной жидкостью так, что они на второй день разваливались на куски. Мы намазывали лицо, руки, шею и ноги так, что кожа горела огнем. На лицо навешивали душные сетки, потому что комары лезли в рот и нос. И все же только благодаря тому, что через лес была проложена грейдерная дорога, раскаленная лучами солнца, мы смогли провести наши исследования. Эти маленькие серые изверги боятся солнца и жары, но там, где тень, их царство. Разлив Терека захватил часть лесной полосы, и благодаря этому нам удалось увидеть ни с чем не сравнимое и неповторимое зрелище. В самом центре пойменного леса грейдерная дорога прорезала старинный вал. Наш шофер уютно устроился читать книжку, а мы пошли по валу, с обеих сторон окруженному водой. Мерцавшая в отраженных лучах поверхность разлива оттеняла форму вала и его причудливые изгибы. Иногда нам приходилось переходить вброд. Это были ворота. Иногда вал поднимался. Это были стены цитадели. Никаких раскопок нельзя было вести, потому что глубина воды рядом с валом достигала 1,5 метров, а там, где рвы, было, наверное, глубже. Нам удалось только снять план и собрать черепки на обочинах грейдерной дороги. И что же? Керамика оказалась поздней, а план повторял все особенности русского форта в низовьях Терека. Опять не хазары. По-видимому, мы наткнулись на крепость Терки, часто менявшую свое место до тех пор, пока в 1734 году не был построен Кизляр, ставший столицей Терской области. Наше городище — великолепный памятник того времени, когда Терек был границей между Россией и Персией, а это продолжалось до 1722 года, когда русские инженеры, использовав все достижения европейской фортификации, создали на границе несокрушимый оплот. Но не это мы искали. Надо было идти и идти, потому что хазарская крепость должна была обнаружиться где-то неподалеку. Последняя находка. Наши транспортные возможности подходили к концу, когда, проезжая по шоссе во время предпоследнего маршрута, мы заметили очертания большого вала. В этом месте степная полоса между песками и лесом наиболее сужена и наиболее высока. На километр ниже уже встречались низины, затопленные разливом Терека. Мы подъехали к валам и остановились в недоумении. Ничего подобного я раньше не видел, хотя мне приходилось описывать городище от Байкала до Карпат. Высокие валы образовывали правильный квадрат с воротами в каждой из 4 стен. По бокам ворот и через равные промежутки на стенах сохранились возвышения, разрушенные башни по 8 на каждой стене. Крепость была обведена рвом шириной 50 метров, давно заплывшим, но еще отчетливо видным. Вода в ров поступала из неширокого русла Терека, ныне высохшего, огибавшего крепость с севера. Внутренность крепости была совершенно ровной, очевидно, деформирована распашкой, но там мы нашли керамику VIII века, черепки больших сосудов для хранения пищи и воды. Западные ворота были расширены бульдозером, благодаря чему обнажился разрез стены. Она сложена из саманного кирпича, квадратного, очень похожего по размерам на кирпич крепости Царкел, который мне довелось видеть при раскопках Артамонова в 1935 году. Вокруг крепости, несомненно бывшей цитаделью, видно много неровностей почвы, что может быть следствием древней застройки, но все покрыто крепким дерном, и исследование требовало специальных работ
который невозможно было осуществить во время рекогносцировочного маршрута. Мы вынуждены были ограничиться съемкой плана и сборами керамики. Что это за крепость? Я не мог решить и оставил этот вопрос открытым до возвращения в Ленинград. Нам предстояло еще обследование степей к северу от Кизляра, чем мы и закончили работы 1963 года. Как и следовало ожидать, в степях мы не нашли ничего. Хазары не жили за пределами речных долин, потому что они не были кочевниками. Впрочем, это мы полагали и раньше, но теперь получили подтверждение, исключавшее все сомнения. Осень. По искрящейся от дождя набережной я принес планы крепостей в Институт археологии, чтобы посоветоваться с Рапопортом, лучшим специалистом по средневековой крепостной архитектуре. Один за другим откладывал он чертежи, не проявляя к ним никакого интереса. Напоследок я положил на стол план последней крепости. Посмотрев, он не мог сдержать волнения и вскрикнул: «Хазарская крепость! А какая там керамика?» «8 век», — ответил я. Тогда нет никакого сомнения. Когда я шел обратно в Эрмитаж, у меня кружилась голова, потому как я понял, что это была не просто Хазарская крепость, а сам богатый и славный город Семендер, ради поисков которого мы приехали на Терек. Теперь оставалось написать отчет и от историко-географических поисков перейти к планомерным археологическим раскопкам. Первый этап исследований был завершен. Хазария открыта. Да, это Семендер. Славный на всем Ближнем Востоке, город Семендер был построен персидскими инженерами, присланными Хосроем Ануширваном к его союзнику, тюркютскому хану в 60-х годах VI века. В эту эпоху персы учились у греческих специалистов, по большей части несториан, бежавших от религиозных гонений из Византии в Месопотамию и обретших покой под властью Шах-ин-Шаха, гарантировавшего веротерпимость противникам халкидонского исповедания, принятого в Византии. Это объясняет, почему Хазарская крепость так напоминает римские военные лагеря – кастра. Византийцы научили персов тому, чему выучились у римлян. По сведениям арабских географов Мукаддаси, Масуди, Семендер был самым большим городом Хазарии. Он был обширнее Итиля, чему легко поверить, потому что Итиль был сжат рекой и песками Заволжской пустыни, а Семендер лежал в благословенной долине с чудным климатом и изобилием плодов земных. Сады и виноградники Семендера были известны по всему Ближнему Востоку, как и позже, когда кизлярское вино пили все небогатые офицеры Российской империи. Но и в этом огромном по тем временам городе не было кирпичных зданий. Жилищами служили палатки и деревянные дома с горбатыми кровлями. Последнее очень удивляло арабов и персов, привыкших к плоским крышам. Но ведь это была эпоха увлажнения степей, дожди шли часто, и было необходимо обеспечить внутри помещения хотя бы некоторую сухость. Ученых, пытавшихся на основании письменных источников установить место Семендера, больше всего сбивало с толку указание, что он расположен на берегу озера или моря. Поэтому искать его внутри страны никто не пробовал. Вспомним, однако, что озер в этом районе нет, а Каспийское море стояло на 5 метров ниже, чем теперь, и, следовательно, берег его был очень далек от страны Сирир в горном Дагестане, а от Сирира до Семендера было всего 2 форсаха. Каким бы длинным ни был форсах в этой местности, но до Каспия он не дотягивал. Очевидно, здесь имело место совсем другое. Арабские войска, вторгшись в Хазарию в VIII веке, натолкнулись, подобно нам, на разлив Терека. Долго оставаться на месте и разбираться в явлениях природы они не могли,
Им было просто некогда, поэтому они отметили то, что видели, а географы переписали сообщения очевидцев без критики. Винить их в этом нельзя. Пиетическое отношение к источнику пережило Масуди и Мукадаси. Люди больше склонны доверять тому, что они прочли, нежели проверять собственными глазами и сопоставлять увиденное и прочитанное. Крепость в городе была построена как оплот против вторжений из Закавказья. Об этом говорит и ее расположение, и название Саман-Дер — Саманные ворота. Стены цитадели построены из саманного кирпича. И последнее. От берега Терека до Бурунов на протяжении 4 километров тянется глубокий ров, окаймленный высокими валами. Он лежал между цитаделью Семендера и станцией Щелковской, находящейся в 4 километрах восточнее Семендера. Кому и для чего было нужно такое сооружение? Не казакам, которые не укрепляли свои станицы, надеясь на лихость и смелость своих удальцов. Не русским солдатам, их было в этих местах так немного, что оборонять такую длинную линию они были не в состоянии. Не татарам или нагайцам, для которых долина Терека была окраиной, а степи и пески этот вал не прикрывает. Остаются хазары. Если здесь был большой город, то его нужно было защитить стеной, а людей было достаточно, чтобы занять оборону вдоль вала. Врага ожидали с запада, против него была выдвинута цитадель, но ее было легко обойти. Но вал задержал бы нападавших, и гарнизон цитадели мог делать вылазки им в тыл. Если так, то все понятно. Если же усомниться, то других объяснений подыскать невозможно. Итак, открытый нами город Семендер, который ждет планомерных археологических раскопок. Желаю будущему археологу удачи. Глава 9. Дон. Круг полевых исследований замкнулся, но путь по лабиринту размышлений, мнений уткнулся в тупик. Стало очевидно, что нельзя считать хазар ни степными хищниками, ни высокоцивилизованным народом, создавшим культуру типа Византии или халифата. По характеру хозяйства, а значит и по быту, хазары стояли на том же уровне, что современные им славянские племена, поляне и северяне. Они также страдали от набегов кочевников и также подчинялись вооруженной силе правителей, сидевших в Итиле и Киеве. Разница была именно в столицах. Киевская военно-демократическая верхушка сумела слиться со своим народом, состоявшим из племен, подчиненных силой оружия. Итильское правительство сделало ставку на союз с иранскими купеческими кругами, и пропасть между царем и народом не заполнялась, а углублялась. Это определило победу русов, происшедшую ровно 1000 лет назад. Но что же стало с хазарами? Ведь большой народ не мог исчезнуть без следа. Надо искать снова, и на этот раз в книгах, летописях, хрониках, которые были уже не однажды прочитаны, но не дали ответа на вопрос. В том-то и дело, что наше восприятие прочитанного во многом зависит от нас самих, от нашей общей и специальной подготовки, от системы ассоциаций, от целей, поставленных при начале чтения, и даже от состояния здоровья. Я взялся снова за прочитанные книги, потому что теперь знал, что я хочу найти. Теперь я обратил внимание на тот раздел этнографии, который родился в советской науке и носит специальное название «этногенез». Задача этногенеза в том, чтобы ответить на вопрос, как возник и как исчез народ, и куда девалось его потомство. Для двух составных частей хазарского народа это было просто. Евреи, избегшие мечей дружинников Святослава, покинули страну. Мусульмане подружились сначала с Хорезмом, а потом с ханами Золотой Орды и растворились среди волжских татар. Язычники либо приняли ислам, либо крестились в греческую веру.
А вот куда девались многочисленные христиане, которых на родине хазарского народа в долине Терека было больше всего? В летописях они упоминаются неоднократно. В 1016 году они принимали участие в подавлении восстания византийского вельможи Георгия Цуло. В 1023 году они помогли тмутараканскому князю Мстиславу выиграть битву при Листвене. В 1079 году они схватили в Тмутаракане князя-изгоя Олега Святославича и выдали его грекам. По всему видно, что хазар было много, и их общение с русами было оживленным и тесным. Следовательно, мы должны искать их потомков даже в том случае, если бы они сменили имя, как часто бывает не только с отдельными людьми, но и с целыми народами. Но для начала вернемся на минуту в славный город Семендер. Первоначально Семендер был столицей Хазарии, но нападение арабов вынудили хазарского хана в 723 году перенести свое место пребывания на берег Волги. Однако Семендер не потерял своего значения. В X веке он по-прежнему был процветающим земледельческим и торговым городом, отличаясь от Итиля только тем, что большая часть хазарского населения Семендера исповедовала христианскую веру. Конечно, там были евреи и мусульмане, но они составляли господствующий класс, а народ тянулся к византийской культуре, так же, как соседние с хазарами болгары и славяне. Первые были разбиты хазарами и рассеяны вплоть до Италии, а последние в IX-X веках находились на подъеме. Начиная с VIII века, славянское племя северян распространяется к востоку от Днепра до самого Дона. Славянский язык в IX-XI веках становится международным для всей причерноморской степи. Ал-Бекри, арабский географ XI века, утверждает, что главнейшие из племен севера говорят по-славянски, потому что смешались со славянами, и в числе таковых называет печенегов, русов и хазар. Да и в самом деле, чего было ссориться между собой славянским пахарем и охотником на пушного зверя и хазарским виноградарем и рыболовом? Жестокая война 965 года вспыхнула между правительством Хазарии и воинственной дружиной киевского князя Святослава. Копья и сабли мусульманских наемников не спасли Итиль от длинных русских мечей. Семендер был в числе городов, взятых и оставленных Святославом, но городу из палаток не страшен пожар, и после войны хазары продолжали жить по-прежнему. Вот все, что нам может дать прямой путь изучения источников. Следы хазарского народа потеряны, и чтобы снова найти их, надо встать на окольный путь исторической дедукции, то есть идти от общего знания эпохи к частному, судьба хазар. В средние века людей разделяла не национальная принадлежность, а исповедание веры. До тех пор, пока в Киеве приносили юношей в жертву Перуну, хазарские христиане чуждались русов и славян. Но в 988 году страшный идол поплыл вниз по Днепру, а вместо него вознеслась десятинная церковь. Тогда исчезли последние поводы для споров между хазарами и русами, соприкоснувшимися друг с другом в долине Дона, где на месте Саркела была построена Белая Вежа, и в низовьях Кубани, где воздвигалась гордая Тмутаракань. По православному канону воспрещается брак с иноверцами. После крещения Руси хазары и русы могли образовывать семьи без ограничений. Даже враги у них были общие, степные кочевники. Сначала венгры, потом печенеги и, наконец, половцы, ставшие с 1068 года полновластными хозяевами Великой степи от Алтая до Карпат. Однако справиться с хазарами им оказалось не под силу. Мы уже описали дельту Волги как естественную крепость, а лес вдоль Терека как хорошее укрытие. В этом отношении долина Среднего Дона имеет аналогичные особенности и даже преимущества.
Широкие надпойменные супесчаные и песчаные террасы покрыты здесь лиственными лесами – береза, осина, ольха, дуб. Здесь много луговых и пастбищных угодий, неглубоких озер. В лесах за бугристыми песками также можно было отсидеться от врага, приходящего с широких сухих суглинистых степей, окружающих речные долины. Отсюда можно было и наносить противнику контрудары. Для того, чтобы принудить местное население к покорности, нужно было единовременно бросить на огромную площадь превосходящие силы, а половцы такими возможностями не располагали. И все-таки война была жестокой. В 1171 году русское население покинуло Белую Вежу, крепость, расположенную на том месте, где ныне плещутся волны Цимлянского моря. Здесь природные условия облегчили половцам победу. Белая Вежа стояла в займище на широком лугу, большая часть которого заливалась половодьями Дона. Здесь половецкая конница могла действовать беспрепятственно, но в лесах долины Дона уцелело и сохранилось местное население, получившее в XII веке прозвище «бродники». Бродники говорили на русском языке и исповедовали православную веру, но современные им летописцы никогда не смешивали бродников и русских. Они считали, что это два разных народа. К сожалению, о происхождении бродников в источниках прямых сведений нет, но посмотрим на косвенные данные. В XII веке на развалинах Белой Вежи был построен поселок из саманного кирпича, такого же, как на Тереке. Донской виноград ведет свое происхождение от терского. Овцы постепенно заменяют на Дону коров, а овца – жертвенное, то есть самое распространенное животное у хазар. Рассмотрим климатические изменения в интересующее нас время. X век – эпоха временного усыхания степей. Значит, долина Терека пострадала от засухи больше, чем от войн, а долина Дона не пострадала вовсе, потому что Дон берет начало в лесной зоне, где степень увлажнения была повышена. Неясно ли, что только в долину Дона и могли уходить хазары из Терской долины, хотя часть их осталась на месте, использовав для своего оседлого хозяйства подножия гребня, отрога Кавказского хребта. Но не могло ли произойти слияние хазар с половцами, окружавшими их поселки со всех сторон? Нет, и по следующим причинам. Во-первых, кочевое хозяйство половцев было неприемлемо для хазар. Чтобы перейти к кочевому быту, нужна была коренная ломка всех представлений и психики, а взамен хазары получили бы только второстепенное подчиненное положение, унизительное для этого гордого народа. Пока в колчанах были стрелы, можно было оставаться самим собой. Во-вторых, метисация половцев с хазарами была затруднена обычаями тех и других. Хазары были христиане, и отдавать дочерей иноверцам им запрещал закон. Половцы жили родовым строем, и принять чужака в род значило сделать его совладельцем всех пастбищных угодий и участником в дележе добычи, а кому это может быть приятно? Зато смешению хазар с русскими не препятствовало ничто. А теперь имеем ли мы право не делать вывода, который напрашивается сам? Бродники – народ русско-хазарского происхождения, наследники древних хазар. Пока киевские князья воевали с половцами, бродники были и союзниками. Когда же киевляне столковались с половецкими ханами, бродники нашли союзников в лице монголов и помогли Субутай-Багадуру выиграть битву при Калке в 1223 году. Золотоордынские ханы умели ценить оказанную им помощь и оставили бродников спокойно жить в долинах Дона и Терека. С XVI века потомки бродников называются тюркским словом «казаки». Принято думать, что казаки — это русские крестьяне, бежавшие на Дон от ужасов опричнины. И верно, значительная часть казаков образовалась именно таким способом.
Но беглецы, приходя на Дон, попадали не в пустыню. Потому-то и родилась знаменитая пословица «С Дону выдачи нет». В самом деле можно поверить, что Робинзон Крузо, или его прототип, выжил на необитаемом острове и даже сумел отбиться от кучки индейцев, впрочем, с помощью огнестрельного оружия. Но как мог не погибнуть русский крестьянин, попавший в непривычную ему природную обстановку, когда во всех водораздельных степях Причерноморья господствовали нагаи, промышлявшие ловлей людей и продажей их в рабство? Невозможно ответить на вопрос, почему московское правительство, очень нуждавшееся в налогоплательщиках, допускало уход своих подданных за границу, если один конный отряд мог выловить сколько угодно безоружных беглецов. И, наконец, для того, чтобы из земледельца-пахаря превратиться в воина и охотника, нужно время и выучка. Очевидно, на Дону имелись места, где пришелец мог спокойно привыкнуть к новым условиям и новому образу жизни. Это значит, что с XIII по XVI век там жили потомки бродников, воевавшие со степью и нуждавшиеся в пополнении. Поэтому они и принимали в свою среду единоверцев, обеспечивая им на первое время приют, выучку и безопасность от нагайских мурс и русских бояр. Одно из поселений этого времени мне посчастливилось найти в Цимлянских песках в 1965 году. Об этом стоит рассказать подробнее. После того, как хазарская экспедиция прекратила свое существование, меня пригласил поработать вместе профессор МГУ Александр Гаврилович Гаиль, известный исследователь песков. Его, как и Алексина, интересовала возможность датировать погребенные гумусированные почвенные слои. Несколько археологических находок, сделанных нами совместно и по отдельности, дали повод для очень интересных выводов. Но одна из находок непосредственно относится к нашей теме. На берегу Цимлянского моря, затопившего первую надпойменную террасу Дона, лежит полоса песков. От окружающих степей она отделена широкой третьей надпойменной террасой и представляет остаток старого, до наполнения Цимлянского моря, ландшафта долины Дона. Трудно представить себе более благодатное место. Мои общераспространенные представления о песках как бесплодной пустыни были сломаны раз и навсегда. Даже в засушливые годы грунтовые воды здесь находятся на глубине около метра, и растения без труда втягивают корнями животворную влагу. Здесь растут не только береза, осина, ива, но и великолепные дубы, пощаженные человеком. Большая часть песков связана с степными травами, и это грустно только для археолога, потому что фрагменты керамики, как тяжелые предметы, большей частью проседают сквозь песок и не видны при рекогносцировочных маршрутах. Но на помощь приходит ветер, раздувающий то те, то другие участки террасы, особенно в тех местах, где почва потревожена человеком. В одном из таких выводов мы нашли россыпь фрагментов керамики на очень небольшом пространстве, 17 на 14 метров. Даже один обломок пористого камня, видимо, из очага. Это был след поселения, возможно, просто одного дома, отнюдь не относящегося к глубокой древности. Большая часть сосудов была слеплена руками без помощи гончарного круга. Обжиг был крепкий, хотя не все сосуды были прожжены насквозь, а у некоторых в изломе была темно-серая глина. На некоторых черепках были заметны следы красной краски, другие были украшены параллельными бороздками. Короче говоря, керамика носила следы влияния и гусской, и татарской культур, что определяет время жизни в этом доме с X по XV век. Находка половины пряслица, надеваемого на веретено, показывает, что это не был военный стан, где женщинам некогда прясть шерсть. Это было оседлое поселение бродников, неподалеку от понижения, где растут березы и осины, и вода находится на полметра от поверхности. И пусть никого не смущает, что сосуды липные,
В условиях постоянной войны гончаров было меньше, чем требовалось посуды, и бродники восполняли это как умели. Находка была сделана с помощью местного лесника Осипа Ефремовича Терентьева, которому приношу искреннюю благодарность. Но не противоречит ли нашим соображениям то, что великая держава, Золотая Орда, терпела на своей территории такое инородное тело, как бродники-казаки? Нет, бродники были врагами не татарских, а ногайских ханов, постоянно восстававших против слабевших потомков Батыя. Самое название ногайцы значит «сторонники темника Ногая», выступившего в конце XIII века на борьбу с монголами, пришедшими из Азии. Войско Ногая составляли по большей части потомки половцев и других кочевых племен, покоренных монголами и ненавидевших их. Ногай был разбит при помощи русских войск, пришедших на помощь хану Тохте, и убит русским воином. Мы не имеем прямых свидетельств о роли бродников в междоусобных войнах татар, но логика событий подсказывает, что золотоордынские ханы были их естественными союзниками, а ногайцы — врагами. Эта коллизия продолжалась и после падения Золотой Орды, когда в степях воцарилась анархия, которая оказалась на руку бродникам, казакам, обретшим полную самостоятельность. Например, в 1538 году, отвечая на жалобы ногайского Мурзы, из Москвы писали: «На поле ходят казаки многие, казанцы, азовцы, крымцы и другие баловни-казаки, а и наших украин казаки, с ними смешавшись, ходят и те люди, как вам тати, так и нам тати». Впоследствии московское правительство сумело найти с донскими казаками общий язык и сделало из них заслон против татарских набегов на Русь. Вспомним, что казаков на Тереке встретили воеводы Ивана Грозного после завоевания Астраханского ханства и заключили с ними союз против кочевников и кавказских горцев. Что же мы видим? Меняются народы, но соотношения между ними постоянны. Эту константу можно выразить алгебраической формулой, где числитель — население речных долин, а знаменатель — население степей. В числителе Аланы IV века, в знаменателе Гунны равняется. В числителе же Хазары, в знаменателе болгары и венгры равняется. В числителе Бродники, в знаменателе половцы равняется. В числителе казаки донские и гребенские, в знаменателе нагайцы и кумыки. Так определилось место хазар в истории народов нашей Родины. Заключение. Когда сообщаешь добрым знакомым, что вот, мол, я написал книгу, то они обычно спрашивают: а это какая работа? Историческая, географическая, археологическая, востоковедческая, этнографическая? Ну, как тут ответить? А ответить хочется и даже необходимо. Вот я и постараюсь придумать вразумительный ответ. Je prends mon bien où je le trouve. Или я беру мое достояние, или я его нахожу. Все, что служит пояснению поставленной проблемы, идет в дело. Это и есть тот самый синтез, те самые мосты между науками, о которых говорил известный русский естествоиспытатель Карл Берр. Дифференциация науки заводит ее в тупик, если не сопровождается интеграцией, при которой используются все сведения, которые можно собрать, хотя бы они были добыты другими учеными. Дом строят из кирпичей, двухтавровых балок, бревен, досок, кровельного железа и так далее. Тот, кто воздвигает стены, использует готовые материалы, но его труд ценится не меньше, чем труд рабочих кирпичного завода, металлургов с Уральской Домны, лесорубов или столяров. Так и я. Исторические сведения взяты из письменных источников, географические — из обобщающих работ по землеведению, этнографические — из суммы литературы о кочевниках.
археологические из моих собственных статей, использованных так, как если бы это были работы другого автора. Да они уже стали для меня чужими, потому что после опубликования они живут своей самостоятельной жизнью. Что же остается? Только воспоминания о странствованиях по пустыням и векам. Это цемент, скрепляющий все знания, сведения и ассоциации, родившиеся за 5 лет работы. Поэтому-то я и назвал свое сочинение «Биография открытия». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Станислав Федосов.